ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, эта хутба под названием «Товар Аллаха дорогой» обращена к каждому мусульманину, который хоть немного переживает за свою религию. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Афаман ассаса буньянаху аля таква мин Аллахи ва ридванин хайрун, амман ассаса буньянаху аля шафа джурфин хар, фанхара бихи фи нари джаханнама, валлаху ла яхди аль-каума аль-залимин». Тот ли лучше, кто основал свое строение на остережении, на богобоязненности, на страхе перед Аллахом Субхану Тааля, или тот лучше, кто основал свое строение на краю осыпающегося склона и сокрушился с ним огонь гиенны? Ведь Аллах Субхану Тааля не ведет правильным путем беззаконников. Тот ли лучше, кто построил свою жизнь на богобоязненности, кто строит свое будущее и планы на будущее на страхе перед Аллахом Субхану Тааля, на подчинение Аллаху Субхану Тааля? Или же тот лучше, кто строит свою жизнь и свое будущее на ослушании Аллаха Субхану Тааля, упорстве, непринятии его религии и нарушении запретов Аллаха Субхану Тааля? И сунна Аллаха Субхану Тааля, кадар такой Аллаха. Всю историю бытия Аллаха Субхану Тааля определяет такой кадар, что Он непременно унижает своих врагов, унижает их и позорит, и мстит им, всем, кто враждует с Аллахом Субхану Тааля и Его посланником. Также из сунны Аллаха Субхану Тааля то, что Он дарует победу своим аулия, своим любимцам. Он дарует им победу, оберегает их и поддерживает их. Аллах Субхану Тааля сказал в Коране: «Инна Аллаха юдафи'у анил лазина аману, инна Аллаха ла юхиббу кулля хавванин кафур». Воистину Аллах защищает тех, которые уверовали. Он защищает их, Он не любит тех, которые являются предателями, неблагодарными. Аллах Субхану Тааля не любит предателей. Аллах не любит Субхану Тааля, не любит кафиров. Потому что Он вали, покровитель, а они взяли себе покровителем кого-то кроме Него. Потому что Он Субхану Тааля Ар-Рахман наделил милостью все свои творения на этом свете. И людей, и животных, и муминов, и кафиров. Всех их сотворил, дал им жизнь и показал пути к выживанию. Он Ар-Рахман, а они поклоняются кому-то, кроме Рахмана Субхану Тааля. Потому что Аллах Субхану Тааля Аль-Мумин дарует победу своим любимцам, подтверждает правоту своих праведных рабов, подтверждает правоту, кто говорит «Ла иляха илля-Аллах», а они же не хотят говорить этого слова. Потому что Аллах Субхану Тааля Аль-Азиз, могущественный, и дарует могущество каждому, кто подчиняется Ему.
субхану ва тааля. Потому что Аллах субхану ва тааля аз-Захир, высочайший, над которым ничто не находится. Он возвысился над своими творениями, субхану ва тааля, и Он находится над своим аршем, субхану ва тааля. Он аз-Захир, также дарует возвышение и возвышает свою религию. Поэтому, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся из горы Хира, напуганным, после того, как увидел то, что никогда не видел, он увидел Джибриля, алейхиссалям, и он думал, что он умрет. Он думал, что он сходит с ума, потому что он увидел то, что никогда прежде не видел. И он пришел, саллаллаху алейхи вассалям, к Хадидже, радиаллаху анха. Однако Хадиджа, радиаллаху анха, успокоила его, потому что она была очень умной женщиной. «Калля», — сказала она, «Аллахи ля юхзика Аллаху абада». «Нет же», — сказала она, «Аллахи, Аллах тебя никогда не унизит, Аллах тебя никогда не опозорит. Иннака ля тасилу рахим». Почему Аллах субхану не опозорит посланника Аллаха, потому что он поддерживает родственные связи. «Ва тахмилу каль». Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже до пророчества всегда находился для слабого, всегда поддерживал слабого, саллаллаху алейхи вассалям. «Ва таксимуль ма'дум». Также он материально поддерживал того, у кого нет возможности. «Ва тамлид дайф». Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уважал и почитал, оказывал почтение гостю. «Ва ту'ину аля навахибиль хак». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, до пророчества тоже занимался всеми видами благотворительности, саллаллаху алейхи вассалям. Таким образом, Хадиджа, радиаллаху анха, взяла себе доказательством того, что Аллах субхану тааля не унизит посланника Аллаха, его высшие нравы, его хорошие нравы, благие нравы. И сам Аллах субхану тааля похвалил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Ва иннака ля хулькин азим». Воистину ты великих нравов, саллаллаху алейхи вассалям. Хадиджа, радиаллаху анха, также взяла доказательством тому, что Аллах его не унизит, его безупречное прошлое, которое не было смешано всякими пороками и ослушаниями Аллаха субхану тааля. Видели ли вы когда-нибудь того, кто выплачивает закят, чтобы Аллах субхану тааля его унижал? Видели ли вы когда-нибудь, чтобы правдивого Аллах субхану тааля предал? Видели ли вы когда-нибудь, чтобы Аллах Мухсина, тот, кто поклоняется лучшим образом, чтобы Аллах субхану тааля потерял и уничтожил его награду? Поистину Аллах унижает и позорит своих врагов, тех, которые враждуют с ним, и также унижает тех, кто ослушается его, тех, кто следует своим страстям, тех, кто зарабатывает на грехах, зарабатывает на азартных играх, зарабатывает на процентах, наркотиках, зарабатывает на торговле женщинами, распитии и торговле спиртным. Это те, которых Аллах субхану непременно унизит на этом свете и в ахирате. И это те, от которых Аллах субхану тааля оборвет свою веревку поддержки и покровительства. А что же касается ахлюль джуд, что же касается тех, которые жертвуют на пути Аллаха субхану тааля, тех, которые выплачивают закят, тех, которые приказывают ма'руф, приказывают благое и удерживают от порицаемого, то Аллах субхану тааля непременно будет с ними. Аллах с ними своей поддержкой и своей победой. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Пример тех, которые расходуют свое имущество на пути Аллаха субхану тааля, как пример зерна, которое было посажено в хорошей земле и которое вырастило 7 колосьев. В каждом колосе 100 зерен. И Аллах субхану тааля увеличивает награду сколько пожелает и кому пожелает. Аллах говорит, что Он субхану тааля может увеличить награду, может сделать эти зерна больше 100. И кто может запретить Аллаху субхану тааля? Кто может ограничить Аллаха субхану тааля в этой награде? Кто может сказать Аллаху субхану тааля, ты больше не будешь увеличивать? Аллах аль-Малик. Мы считаем в своих намазах Малик и Яумиддин, владыка судного дня. Он владыка судного дня. Кто может запретить Аллаху что-то? Аллах увеличивает свою награду, кому пожелает, смотря на его намерение и смотря на его старания. Поистину Аллах субхану тааля васиун алим. Аллах объемлющий. И широка милость Аллаха субхану тааля, широка щедрость Аллаха субхану тааля, и Он знающий о том, что делают Его рабы. А ведь мы тем более в месяце Рамадан.
Аллах Субхану сказал в Коране: «Инналь муттакина фи джаннати ва уюн». Воистину, богобоязненные, где находятся? Они в раю, и они возле рек. «Ахризина ма атахум раббухум, иннахум кану кабля далика мухсинин». Они получают то, что Аллах и Господь дал им. Они получили это все. И воистину они до этого в своей мирской жизни были какими? Мухсинин. Мухсинами были. Поклонялись Аллаху Субхану Тааля искренне. Только ради Аллаха, не ради показухи. Они выполняли свое поклонение лучшим образом. Выполняли свои намазы. Постились. Выплачивали закат. Постились вместе с Рамаданом лучшим образом. Не совершали свое поклонение так, лишь бы было принято. Нет. Они поклонялись так, чтобы было довольство Аллаха Субхану Тааля. Они искали довольство Аллаха Субхану Тааля. «Кану галиля мин аль-лейли ма яхджаун», говорит Аллах про них в Коране. Они очень мало спали по ночам. Основную часть ночи выстаивали ночные молитвы. «Ва биль асхари хум ястагфирун», говорит Аллах. И во время сухура они читали истигфар. То есть до утреннего намаза, например, когда мы утром принимаем пищу для того, чтобы поститься, после утреннего приема пищи у нас остается какое-то время, или 5 минут, 10 минут, сколько там остается до азана. Это время они посвящали истигфару. Просили Аллаха, чтобы Аллах простил грехи. Аллах, рассказывая нам про их дела, показывает нам, чтобы мы тоже так делали, чтобы мы тоже следовали им, читали истигфар до азана. «Вафи амвалихим хаккуль лисаили валь махрум», говорит Аллах в Коране. И в этом имуществе была доля. В этом имуществе была доля лисаили валь махрум, для просящего, для ахлю закат, для тех, кто является тем, кто заслужил этот закат. Валь махрум. В этом имуществе также существует, была доля для тех, кто нуждался в этих деньгах, кто нуждался в этой материальной помощи. Однако не смог это сказать по своей стеснительности, по своему целомудрию. Он стеснялся это сказать, однако по их лицу видно было, что он нуждается. И они давали, помогали этим людям. То есть они выплачивали закат и дополнительные пожертвования. Ибн Аль-Каим, рахмахуллаху тааля, сказал в своей книге, что щедрость и пожертвование бывают по ступеням. Самая высшая степень пожертвования – это жертвование своей душой. Нет более высокого жертвования, чем жертвование своей душой на пути Аллаха Субхану Тааля. О те, которые жертвуют, о те, которые жадничают своими деньгами, о те, которые жадничают своими долларами и имуществом. Асхабы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, жертвовали своей душой и своими сердцами на пути Аллаха Субхану Тааля. Пришли асхабы, радиллаху анхум, в битве у Бадра. Они не владели ничем. Они были бедными. У них не было ничего из этого мира. У них не было ничего, никакого имущества, никакой недвижимости. У них не было оружия. Они всего лишь владели своими великими душами и чистыми сердцами. И они продали эти души одному единственному Аллаху Субхану Тааля. «Инна Аллаха аштара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум би анна лахумуль джанна». Воистину Аллах купил у верующих их души. Аллах купил у верующих их имущество взамен на рай. Асхабы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимали свои мечи, желая победы этой религии. Поднимали свои мечи, поворачиваясь к Аллаху Субхану Тааля, как говоря тем самым: «Я Раб, о наш Господь, мы не владеем ничем из этого дуня, немногим, немалым. Мы всего лишь владеем нашими душами, которые мы даруем Тебе, Я Аллах. Ты нам даровал эти души, и мы возвращаем эти души Тебе. Так прими же эти души у нас. Так прими эти души у нас». Абу Бакр, радиллаху анху, Умар ибн Хаттаб, Халид ибн Валид, Абдуллах ибн Раваха, Салахуддин. Сколько еще подобных героев? Сколько еще подобных мужественных сынов ислама? О мусульмане, также из степеней пожертвования, из степеней щедрости, жертвование знаниями. И это одна из самых тоже высоких степеней, которую можно жертвовать на пути Аллаха Субхану Тааля. И это одно из самых высоких видов поклонения Аллаху Субхану Тааля. Потому что сегодня мы видим, как умма умирает. Наша умма умирает от невежества.
утопая в ширке, многобожии, в отсталости. Кто же спасет эту уму после Аллаха, если не вы, те, кто обладает знаниями? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Аллах Субхану ва Тааля сказал. И вот когда Аллах Субхану ва Тааля взял договор с тех, которым Он даровал книгу, чтобы они непременно разъясняли ее людям. Разъясняли ее людям и ничего не скрывали от людей. «Фанабазуху вара'a зухурихим», говорит Аллах Субхану ва Тааля. И они спрятали это знание за своими спинами. «Ваштарау бихи саманам калиля». И этой религии они купили жалкие гроши этого дунья. «Фабикса ма яштарун». Как же скверно то, что они купили. Они купили этой религии себе должностях. И засели в своих домах. Засидели в своих домах в то время, когда умма утопает в невежестве и многобожии. И в сказках, которые рассказывают те, кто называет себя алимами. Как же скверно то, что они купили, продав свою религию. В Аллахе час, проведенный за требованием знаний, лучше для мусульманина, чем весь этот мир и все, что в нем. Сколько сел окружает нас, которые не знают, что такое ля иляха илляллах. Сколько сел окружает нас, которые не знают ахкам своей религии, не знают, как делать намаз, в то время, когда намаз является вторым столбом ислама. Сколько сел, которых жители не знают, как поститься, не знают, сколько арканов сияма. Сколько сел, которые не знают истинного смысла ля иляха илляллах. И когда спрашиваешь же, в чем смысл ля иляха илляллах, лучшие из них, те, которые лучше все не знают, говорят, что ля иляха илляллах означает, что один Аллах творец. В то время, когда ля иляха илляллах означает, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Кто разъяснит этим людям? Если не ахлюль илм, если не те, кому Аллах даровал это знание. Кто разъяснит этим людям? Кто, как не мы, должны беспокоиться об этих людях и проявлять жалость к ним, а не оставлять их умирать на неверии? Упаси нас Аллах от этого. В то время, когда мы видим, как ахлюль баты, заблудшие группы, те же самые неверные, шииты и другие группы, те, которые призывают к заблуждению, тратят все силы, что у них есть, на то, чтобы распространять свои заблуждения. Они тратят деньги, они тратят силы, они тратят время и хотят, чтобы каждый человек на этой земле узнал их заблуждение. Они устраивают встречи, записывают лекции, без стыда показывают свои отвратительные лица, ругающие сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и не понимающие хадисы Аиши. Не понимают хадисы Аиши шииты. Они не стыдятся показывать свои лица. А что же мы по отношению к этому делу? Насколько мы должны стремиться доносить хак на людей, доносить истину до людей? Почему мы должны стесняться говорить ля иляха илляллах? Почему мы должны стесняться показывать, оставлять бороду? Почему мы должны стесняться призывать к одобряемому? Почему мы должны стесняться одевать хиджаб? Что скажут люди? А что скажет Аллах в судный день? Перед кем мы будем стоять в судный день? Перед людьми мы будем стоять. Или же мы будем отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля? Чье удовольствие мы должны искать? Они выпускают диски, требуют знаний, устраивают всякие праздники, распространяя свои отвратительные заблуждения. В то время, когда множество юношей из Ахлю Сунна валь Джамаа стесняются показать людям свои знания, рассказать людям свои знания, стесняются довести до людей хотя бы один аят Аллаха Субхану ва Тааля или хадис посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Давайте же не будем стесняться. Мы на хак, мы на истине. Они на заблуждении боятся Аллаха Субхану ва Тааля. А мы на истине. Чего нам бояться Субхану ва Тааля? Чего нам бояться? Будем распространять эту истину. Аллах непременно даст победу этой религии. Давайте же мы будем причиной победы этой религии. Ведь за это будет огромная награда. Также из степеней жертвы
жертвование является жертвованием своим имуществом. Что мы преподнесли для нашей религии? Сколько мы преподнесли пожертвований для возвышения слова Аллаха Субхану ва Тааля? Что мы преподнесли, что мы пожертвовали для того дня, когда мы будем в могиле? Когда Мункар и Накир спросят нас: «Ман Раббук, кто твой Господь? Ваман Дину, какова твоя религия? Ваман Наби, и кто твой Господь?» Что мы пожертвовали для этого дня? Что мы пожертвовали для моста Сирата, когда будем проходить через мост? Какие пожертвования сделали для этого дня? И мы видим сегодня, сколько людей находятся в бедности. Сколько должников есть, которые не могут отдать этот долг. Он не может отдать этот долг. Не спит по ночам. Что мы сделали своим должникам, тем, которые нам должны? Сколько раз мы им давали отсрочку? Сколько раз мы им прощали свои долги? Если мы искренне хотим победы религии, мы должны проявлять любовь по отношению друг к другу. Мы должны стремиться к единству, сплоченности. А эта сплоченность не будет, если мы не полюбим друг друга ради Аллаха Субхану ва Тааля. «Ля ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахи ма юхибба ли нафси», сказал посланник Аллаха. Вы не уверуете, ваша вера не станет полноценной до тех пор, пока вы не полюбите и не пожелаете своему брату того, что желаете себе. Кто из нас не желает, чтобы кто-то дал нам отсрочку? И кто для этих людей есть, если мы отвернемся от них? Сколько больных есть, которые не могут купить лекарства? Лишенные? Нет у них никого, кроме одного Аллаха Субхану ва Тааля. И кто для них есть, если мы закроем дверь перед ними? И знаете же, что все, что мы пожертвуем на пути Аллаха Субхану ва Тааля, то все это будет для нас же самих. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Ва акиму ссалата, ва ату заката, ва ма тухаддиму ли анфусикум мин хайрин, таджидуху инда Аллах, инна Аллаха бима та'малуна басир». Выстаивайте намаз, выплачивайте закат. И все, что вы жертвуете искуплением своих душ. Таджидуху инда Аллах, говорит Аллах. Вы это все найдете у Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля аль-Мухаймин, хозяин всего, следящий за своими творениями. Он следит за каждым из нас. Он Субхану ва Тааля аль-Малик, владыка. Он аль-Халик, творец, аль-Бари, создатель. Аль-Мусаввир, подающий образ. Аль-Ауаль, первый, валь-Ахир, последний, после которого не будет никого. Он последний остающийся. Разве он, Субхану ва Тааля, потеряет вашу награду? Субхану ва Тааля, вы все это найдете у Аллаха. Непременно это мы обнаружим в судный день. Инна Аллаха бима та'малуна басир. Воистину Аллах видит все, что вы делаете. Где бы вы ни находились, Аллах Субхану ва Тааля видит все наши деяния. В Сахих Бухари приводится хадис, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ма мин яумин юсбиху аль-ибаду фиhi илля малакани янзиляни, фаякулу ахадухума Аллахумма а'ти мунфикан халафа, Аллахумма а'ти мумсикан тальфа». Нет такого дня, в котором рабы Аллаха Субхану ва Тааля не встречали утро, и в котором бы не спускались два ангела. Каждое утро от Аллаха Субхану ва Тааля с небес спускаются два ангела. И каждый ангел делает Аллаху дуа. Какой дуа они делают? О Аллах, возмести тому, кто жертвует на твоем пути. Возмести ему. И на этом свете возмести, и в ахирате возмести. Возмести то, что он потратил. Разве дуа ангела Аллах отвергает? Аллах принимает дуа своих ангелов. Это непременно возвещение состоится. И также Аллах, и также эти ангелы говорят: Аллахумма а'ти мумсикан талифа. О Аллах, уничтожь имущество того, кто жадничает и не тратит на пути Аллаха Субхану ва Тааля. То непременно его имущество будет уничтожено. Непременно его имущество проходит зря. Непременно он не увидит свое имущество, не увидит ту силу, которую ощущает на этом свете своим имуществом. Он не увидит эту силу в ахирате. Потому что в ахирате с нами будут только наши деяния. Нет никаких денег, нет никаких знаков должностей,
никакого знатного рода, нет никакого авторитета, только наши деяния. Все, что мы сделали, все силы, которые мы потратили на пути Аллаха, все наши намазы, все наши посты, ураза, весь наш закат. Да, мы сегодня на этом свете, быть может, не видим этого результата, однако этот результат существует. Аллах увеличивает эту награду в ахирате. И нам нужно непременно уверовать в это. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман сама Рамадана и имана ва ихтисаба, гуфир лаху ма тақаддама мин замби». Кто постится месяц Рамадан? Кто будет поститься месяц Рамадана? Как сказал посланник Аллаха? Он разве сказал 3 дня? Много людей говорят, поститься 3 дня достаточно. Нет, посланник Аллаха сказал, кто постился месяц Рамадан, полный месяц, не 3 дня, не неделю. Кто постится? Здоровый человек. Здоровый человек, который имеет силу поститься, находится дома. Ман сама Рамадана, кто постился месяц Рамадан, и иманом ахтисаба, веруя в Аллаха. Он постится с намерением веры в Аллаха и подчинения Аллаху. Не с намерением, чтобы у него из организма какие-либо шлаки вывелись. Поститься для того, чтобы была какая-то диета. Нет, не с таким намерением. Намерение поклонения Аллаху. Такое намерение должно быть у нас, когда постимся. С намерением поклонения Аллаху. Вахтисаба. И надеяться на награду Аллаха. Надеяться на награду Аллаха. Что тогда? Гуфир лаху ма тақаддама мин замби. Аллах непременно простит ему все прежние грехи. И каждый, кто хочет, чтобы Аллах возвестил ему то, что он потратил на пути Аллаха, чтобы Аллах ему дал баракат в его риске, чтобы Аллах увеличил ему доход, то пусть тратит деньги бедные, пусть выплачивает закат, пусть тратится на пути Аллаха, пусть тратится различные проекты, строительство мечети, строительство медресе и другие проекты. Все эти деяния являются из дверей благочестия. Раз уж некоторые неверные, мы видим, некоторые неверные, недовольны, не хотят жить в обществе, в своем обществе, они не хотят видеть бедных. Они устраивают всякие благотворительные центры и так далее. Они не хотят видеть бедных или голодных в своем обществе. Неверные, которые не знают своего Господа, не знают Аллаха, не знают посланника Аллаха, не знают религии. Они недовольны этим. А что говорит по отношению к нам? Тем, кто говорит «Ла иляха илля-Аллах», тем, кто поклоняется одному Аллаху, взывает к одному Аллаху, субхану ва тааля, боится одного Аллаха, уповает на одного Аллаха, берет себе покровителя одного Аллаха. Что же говорит по отношению к нам? Мы тем более не должны быть равнодушны по отношению к этому. Мы не должны быть равнодушны по отношению к тому, чтобы среди нас жили бедные, которые нуждаются. Имам Аль-Бухари привел хадис от Ибн Аббаса, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым щедрым из людей. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. И наиболее щедрым посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был в месяц Рамадан, когда встречался с Джибрилем, алейхиссалям. И Джибриль, алейхиссалям, встречался с посланником Аллаха в месяц Рамадан каждый день. И каждый день посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сдавал ему Коран, читал Джибриль, алейхиссалям, Коран. И Джибриль проверял посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وَكَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ رِيحِ الْمُرْسَلَةِ, сказал Ибн Аббас. И после встречи с Джибрилем, алейхиссалям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был наиболее щедрым. Он был настолько щедрым, подобно ветру, который гонит тучи, по причине которой произрастают плоды. Настолько посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был щедрым. Также из степени щедрости является жертвование своим временем и своим спокойствием. Это когда ты делаешь какое-то время в неделю, по мере своих возможностей, или же в день, 10 минут, или же час, или же полчаса, в котором ты мог бы навестить больного. Мог бы навестить больного, ведь это судно посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И ты заходишь к нему, больному, успокаиваешь его, улыбаешься ему, вселяешь в его сердце радость, рассказываешь про религию, рассказываешь про милость Аллаха, субхану ва тааля, рассказываешь, что Аллах, субхану ва тааля, испытывает своих рабов на этом свете, и что болезнь всего лишь благо для нас, которым Аллах, субхану ва тааля, стирает наши грехи. Не лучше ли
немножко болеть на этом свете из-за этих грехов, чем испытывать наказание в аду, упаси Аллах, в судный день. И, быть может, твое посещение этого больного станет причиной исцеления этого больного. И, быть может, твое посещение посеет дерево надежды в его сердце. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Ма индакум янфад, ва ма инда Аллахи бад, ва ланажзиянна аллазина сабару аджрахум би ахсани ма кану я'малун». То, что у вас тленно, говорит Аллах, то, что у вас тленно, а то, что у Аллаха вечно. Мы непременно, говорит Аллах, мы непременно наградим тех, которые проявляют терпение, лучше, чем то, что они творили. Аллах дарует награду лучше, чем наши деяния. Лучше, чем наши деяния. Субхану та'аля. Однажды Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, пришел один человек. У него была нужда. Он нуждался в чем-то. Он пришел к нему и постеснялся. Постеснялся попросить его о том, что нужно ему. И от стыда, потому что стыд и стеснительность одни из признаков богобоязненного человека. Аль-иман, вера и стыд, они связаны. Не может быть человек с крепким иманом. Он не может быть бесстыжен. По мере повышения твоего имана повышается твой стыд перед Аллахом, в первую очередь, и перед людьми. Это связанные вещи. И этот человек постеснялся, попросил у Али ибн Аби Талиб то, что хотел. И от стыда написал на земле то, что хотел. Просто написал на земле, начертил. И Али ибн Аби Талиб сказал: «Амсакта ма вачи, ва афайтана мин зулли суали». Али ибн Аби Талиб ему сказал, увидев и поняв, что он хочет, сказал ему: «Ты удержал слезы на своем лице. Удержал эти слезы. И избавил нас от того, чтобы видеть твое униженное прощение». То есть для сахаба, ради Аллаху анху, было унижением, когда кто-то приходит к ним, что-то просит. Почему это было для них унижением? Потому что они не ждали, чтобы кто-то попросил их. Они пытались помогать людям, прежде чем они попросят. Они торопились помогать людям, не доводить их до той степени, чтобы они начинали просить. Итак, Али ибн Аби Талиб сказал: «Ты избавил нас от того, чтобы видеть твое униженное прощение». Сказал он: «Я непременно отвечу тебе». Такими были халифы, такими были правители мусульман. Они заботились о каждом мусульманине. Их душа болела за каждого мусульманина. Подражай посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, душа которого, саллаллаху алейхи вассалям, болела за каждого мусульманина. И Али ибн Аби Талиб дал ему то, что просил, завалил его подарками, и тот ушел. О рабы Аллаха! Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Я айюхаллазина аману, ку анфусакум ва ахликум нара, ва кудуха ан-насу валь хиджара». Вот те, которые уверовали, защитите свои души и свои семьи от огня ада, топливом для которого будут люди и камни. Защитить свои души. Как защитить свои души? Как защитить свои семьи? Чем защищать? В первую очередь защищаем ля иляха илля-Аллах. Потому что этот ад в первую очередь грозит тем, кто не знает ля иляха илля-Аллах. Защищаем свои семьи, обучаем их смыслу ля иляха илля-Аллах, обучаем их таухиду, единобожию, обучаем их намазу, как правильно делать намаз, обучаем их посту, как правильно поститься. Защищаем их от огня ада. Защищаем их, учим своих семьи, жертвуем на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Алейха малаикату гилязу шидат, говорит Аллах. Над этим адом, топливом для которого будут люди и камни, стоят надсмотрщики. Кто эти надсмотрщики? Маляика, ангелы. Мы привыкли думать, что ангелы — это красивые, нежные, добрые творения. Однако в аду будут ангелы, которых Аллах специально создал для того, чтобы они были грубыми. Они будут жесткими. Они будут безжалостными. Ля яхсуна Аллаха ма амараху. Они будут выполнять все веления Аллаха. Аллах специально сделал безжалостными и жесткими для обитателей ада. Упаси нас Аллах от огня ада. Они выполняют все, что Аллах приказал, и не осушаются его. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. غفر الله لي ولكم وأنقذني الله وإياكم من
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Воистину, самым лучшим поколением, когда-либо жившим на этой земле, было поколение сахаба, поколение сподвижника посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они путеводители для нас, они примеры подражания для нас. Они должны быть примером подражания для каждого мусульманина, мужчин и женщин, взрослых и дети, богатым и бедным. Каждому мусульманину они пример для подражания. «Уляйка аллазина хадаллах, фабигудаху мухтади», говорит Аллах. Они, асхабы, ради Аллаху анхум аджмаин, это те, которых Аллах субхану направил на прямой путь. С помощью Аллаха они стали на прямой путь и стали лучшим поколением. И ты следуй за их путем, говорит Аллах субхану тааля. И мы не преподнесли для ислама даже 1/10 доли того, что они преподнесли. Хамза, ради Аллаху анху, пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставил свою семью, оставил свой дом, пришел своей порванной одеждой, которая скрывала его чистое тело, и сражался в уходе, пока не был убит. И что за это? За это Аллах ему дал, субхану тааля, дал ему имя Асадуллах, львом Аллаха стал на земле. Он до сих пор, его до сих пор поминает как льва Аллаха. И до судного дня он будет поминаться. И после судного дня в раю он будет господином шахида. Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху анху, тратит все свое имущество на пути Аллаха, субхану тааля. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: что ты оставил для своей семьи? Он отвечает своим языком, доверяющим Аллаху, субхану тааля: «Таракту лахум Аллаха ва расуля». Я им оставил Аллаха и его посланника. Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху, покупает своим имуществом колодец, когда услышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как он призывает: кто купит колодец у евреев, у иудеев, то ему будет рай. И он покупает этот колодец, тратит свое имущество на пути Аллаха, и наградой за это становится его душа в раю. Есть еще много примеров щедрости Усмана, ради Аллаху анху, за что он заслужил дуа от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: Аллаху махфир ли Усман ма тaqaddama мин замби ва ма тааххар. О Аллах, прости Усману то, что он совершил прежде, и прости ему поздние грехи. Аллаху мардин ан Усман. О Аллах, будь доволен Усману. Фа инни анху ради, говорит посланник Аллаха. Воистину я доволен Усману. Ма адарра Усмана ма фа'аля ба'да аль-йавм. Усману не навредит то, что он сделает после сегодняшнего дня. Не навредит остальные грехи по сравнению с тем, что он сделал сегодня. Дорогие братья и сестры, вышеупомянутые виды пожертвований, все они являются добровольными, которые идут после обязательных, а именно после заката. Закат – это третий столб ислама, как говорится в хадисе от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Буня ислам аля хамс». Ислам построен на 5 столбах. Шахадати ан ла илляха илля Аллах вахдаху ла шарика лаху ва анна Мухаммада абдуху ва расулуху. Ислам построен на 5 столбах. Первый столб – это шахада, свидетельство, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ва икам салят. Второй столб – это выстаивание намаза. Ва итай закат. Третий столб – выплачивание заката. И в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хадис приводится в Сахих Бухари, отправляя Муаза на Джабаль, сказал, когда его отправлял в Йемен, сказал: «Иннака сатати каумен мин ахлил китаб». Ты придешь к народу, который является из людей Писания. «Фаиза джиттахум фад'ухум иля ан яшхаду ан ла илляха илля Аллах ва анна Мухаммада расулуллах». Когда придешь к этому народу, который не является мусульманами, призови их к тому, чтобы они сказали ла илляха илля Аллах, чтобы они признали, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, чтобы они признали, что Иса алейхиссалям
посланник Аллаха. Чтобы они признали, что достоин поклонения один Аллах, субхану тааля. И чтобы они признали, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, истинный посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обучает да'вату, обучает Муаза и нас, как делать да'ву, какими степенями, какими ступенями идти в да'ву. В первую очередь призываешь человека с того, чтобы он сказал «Ля иляха илля-Аллах». Если он скажет «Ля иляха илля-Аллах», что тогда? Тогда сообщаешь ему, что Аллах сделал обязательно 5 намазов. Нет только от 5 намазов, если человек не признает «Ля иляха илля-Аллах». Не принимается намаз того, кто не понял «Ля иляха илля-Аллах». И когда он понял, что такое «Ля иляха илля-Аллах», призываешь его к тому, чтобы он начал делать намаз. «Фаинхум атаму лака бизалик». То есть посланник Аллаха разъясняет, если они подчиняются тебе в этом. То есть нет толка, нет пользы в том, чтобы идти дальше, пока они не подчинятся в этом. Нет толка разъяснения намаза, пока они не подчинятся в «Ля иляха илля-Аллах», пока они не поймут «Ля иляха илля-Аллах». Если же они тебе подчинятся в этом, فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Если же они тебе подчинятся в этом, если они начнут делать намаз, что тогда? То сообщи им, что Аллах сделает им обязательным закат. Сделает им обязательным закат, который берется у кого? У богатых и отдается кому? Бедным. Почему? Потому что это имущество бедных. Тот излишек, который находится у богатых, это не его богатство. Это богатство бедных, которое Аллах ему дал, чтобы проверить его. Будет он уплачивать закат или нет. Он искренне с Аллахом или нет. Он хочет удовольствия Аллаха или нет. Он стремится к хорошей встрече с Аллахом в судный день или нет. Аллах проверяет его. И что тогда? Сообщи им, что Аллах сделал им обязательным закат, который берется у богатых и возвращается бедным. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разъясняет. «Фаинхум ата'у лака бизалик». Хорошо, они сказали «Ля иляха илля-Аллах». Они признали, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Они начали ставить намазы, начали выплачивать закат. Что тогда? Подчинились полностью посланнику Муазу бин Джабаль, подчинились Аллаху и его посланнику. Что тогда после этого? Дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, предостерегает Муазу бин Джабаль, предостерегает его. Все, они стали мусульманами. «Ва ияка ва караима амвалихим», сказал. Остерегайся того, чтобы забирать у них лучшее имущество, когда собираешь закат. Остерегайся того, чтобы забирать у них лучших, например, скот, лучший скот, лучших коров, лучших верблюдов. Остерегайся этого. Предостерегает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ваттақи да'ватал мазлум». И бойся дуа обиженного. Почему? Потому что если ты заберешь у этого человека, у этого богатого человека, который отдает закат, он подчинится полностью Аллаху и посланнику. Готов платить закат. И этот человек, который собирает закат, забирает у него лучшее имущество, он обижает его. Его право отдать среднее имущество. То есть забирай среднее, не забирай самое худое, и не забирай самое жирное. Забирай среднее. А если ты заберешь богатое, самое жирное, или самый лучший скот, что тогда? Он может дуа сделать против тебя. Посланник Аллаха разъясняет, расстерегай Муаза. «Ваттақи да'ватал мазлум». Остерегайся дуа обиженного. Почему? Почему остерегайся этого дуа? «Фаиннаху лайса байнаху ва байна Аллахи хиджаб». Потому что между этим обиженным человеком, его дуа и Аллахом субхану тааля нет никакой преграды. Аллах непременно принимает его дуа. Аллах торопится отвечать на дуа обиженного. Аллах защищает права мусульман. Аллах субхану тааля заботится о каждом мусульмане, который подчинился Аллаху и его посланнику. Что такое 2,5%? Закат, который в законе шариата. Что такое 2,5% по сравнению с 13%? Что это такое? Зато ты получаешь довольство Аллаха. Довольство Аллаха получаешь.
и мольбу бедных за тебя, и их любовь к тебе. Потому что когда богатые отдают закат бедным, между ними происходит связь, любовь, дружба. Они не завидуют друг другу. Бедные не завидуют богатым, они желают им добра, помогают им. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, той миссии, которую Аллах субхану ему вручил, и той миссии, которую он выполнил сполна, саллаллаху алейхи вассалям, оживил эту уму, оживил всех людей, которые подчинились ему, вывел их из тьмы невежества и многобожия. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заботится о каждом мусульманине, не только о бедных, но и богатых, о защите их прав и охране их имущества. Он воспитывал сахаба, ради Аллаху анху, аджмаин, в духе взаимопомощи и любви. И настолько он их воспитал, что они стали лучшим поколением, когда-либо выведенные для людей. Всевышний Аллах субхану сказал нам: «Кунтум хайра уммати ухриджат лин-нас, та'муруна биль-ма'руфи ва танхауна 'аниль мункар, ва ту'минуна биллах». Вы являетесь лучшей общиной. Лучшей общиной, когда-либо выведены для людей. Какие ваши деяния? Каково ваше описание? Та'муруна биль-ма'руф. Вы приказываете благое, приказываете одобряемое, приказываете то, чем Аллах субхану доволен. Ва танхауна 'аниль мункар. Удерживаете от порицаемого, удерживаете от распития спиртного, удерживаете от распространения спиртного, наркотиков и других грехов, удерживаете от ширка в первую очередь, удерживаете, болеете сердцем за этого человека. Потом минуна билля. И веруйте в Аллаха субхану тааля. Давайте же будем жертвовать на пути Аллаха субхану тааля. Словом, делом, силой, деньгами, кто чем может. Для такого великого дела, как ислам. Для такого любимого для Аллаха субхану тааля дела, как возвышение его религии. Давайте же забронируем себе места в раю. Пожертвуем частью этого бренного мира ради места в вечном мире, в прекрасном раю, проявив щедрость на пути Аллаха субхану тааля. Потому что сам Аллах субхану тааля аль-Карим, щедрый, ар-Рахим, милостивый, ар-Рауф, сострадательный, аль-Джаббар, могущественный, аль-Вали, он любимец тех, кто верует, он покровитель их. Щедрый Аллах субхану тааля и любит щедрых. Аллахумма гфир лиль-му'минина валь-му'минат, валь-муслимина валь-муслимат. Аллахумма аслих зата байнахум, вa'алиф байна кулубихим, вадж'аль фи кулубихим аль-имана валь-хикмата, васаббитхум аля миллати расулик, вансурхум аля адувик ва адувихим. Аллахумма qātil al-kafirata allazina yasudduna an sabilik, وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجسك وعذابك إله الحق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.